В прямом эфире новости Татарстана. Здравствуйте. В студии Даяна Саитова, и в начале коротко о главных темах выпуска. Архитектурный «Оскар» за благоустройство. Татарстан первым в России получает премию Ага Хана. Подробнее торжественного награждения. Зарина Ахметова. Они должны уметь стрелять, оказывать первую медицинскую помощь и отлично знать закон. Болеют душой за эту работу, сложную работу, может быть, неблагодарную. Кто стал лучшим следователем России на всероссийском конкурсе, узнал Сергей Хайдаров. Самолеты крупным планом. Каждым годом любовь только растет к самолетам, к авиации. Для чего сегодня в аэропорт Казани съехались авиафотографы со всей страны, расскажет Рамиль Галиуллин. Новые обладатели звездного билета. Молодой человек получает премию «Звездный билет». Имена обладателей премии литературно-музыкального фестиваля «Аксенов Фест» знает Салават Мухаммадуллин. 166 тысяч долларов за развитие общественных пространств. Татарстан получил награду в области архитектуры из рук принца Карима Ага Хана IV. Торжественное награждение состоялось сегодня в Театре оперы и балета. До начала церемонии Ага Хан и Митимир Шаймиев посетили Казанский Кремль. Гостю показали мечеть Кул-Шариф и Благовещенский собор. Рассказали об особенностях архитектуры и истории здания. Церемония награждения проходила в оперном театре. Помимо республики, высокую награду в Казани получают представители еще 5 стран мира. Кто и за что, знает Зарина Ахметова. В дверях театра они появляются рядом, практически рука об руку. На улице встречают десятки последователей. Сегодня принц Ага Хан IV и государственный советник республики Митимир Шаймиев вместе награждают победителей премии в области архитектуры. В зале оперного не только представители республики, но и другие 5 финалистов. Это создатели уникальной школы в Бангладеше, музея в Палестине, проекта по возрождению города Мухаррак в Бахрейне, учебного корпуса университета имени Алиуна Диопа в Сенегале, экосистемного парка Вазит в Эмиратах. Татарстан награждают за программу развития общественных пространств. Сегодня мы встречаемся в особом месте. Татарстан на протяжении веков был местом исключительной приверженности плюралистическим ценностям. Город Казань и окрестности издавна славились своим богатым сочетанием этносов и культур. Впечатляет то, как здесь сохраняют и уважают архитектурное наследие. Премию Ага Хана республика получает первый и пока единственный в России. Благоустройством парков и скверов в Татарстане занялись 4 года назад по инициативе Рустама Минниханова. За это время было преобразовано более 300 пространств во всех 45 районах, не только в городах, но и селах. Завершается работа еще на 60 объектах. Создание комфортных общественных пространств – это прежде всего забота о людях. Она порождает любовь и уважение к родному краю. Уважаемые участники церемонии, для нас большая честь быть удостоенными премии Ага Хана в области архитектуры. Премию из рук принца получил сам Митимир Шарипович, а также группа молодых архитекторов Татарстана. Призовой фонд в $1 миллион. Лауреаты премии поделят поровну между собой. Так, каждому примерно 166 тысяч. В Татарстане денежное вознаграждение получат сотни архитекторов. Именно они помогли преобразить свыше 200 парков и скверов республики. Была потрясена той реакцией, которую мы получили от международного жюри, потому что вдруг выясняется, что то, что мы с вами здесь делаем, это процесс, подход, который оказывается актуален для всего мира. Кроме того, государственный советник республики пригласил принца поработать вместе и над рядом других проектов. Например, над совместным изучением отдельных коридоров Великого Шелкового пути. Зарина Ахметова, Андрей Сантальцев, ТНВ, Казань. К другим темам. Обзор ситуации по стране и анализ результатов в республике. Сегодня федеральные политологи обсудили итоги единого дня голосования и более детально выборы в Госсовет Татарстана. В Казани прошло 4-е заседание экспертного клуба «Волга». И в этот раз в Казань приехали ведущие политологи страны. Вдруг оказалось, что выборы проходят в разных регионах, даже рядом, располагающих друг с другом, совершенно по-разному.
Здесь, в Татарстане, мы видим лучшую ситуацию по сравнению со многими регионами, которые были, наверное, у всех на слуху, в том числе в средствах массовой информации. Не потому, что здесь нет каких-то изъянов и недостатков, но здесь, в отличие от многих других политических подсистем, есть позитивные примеры, позитивные результаты, позитивные практики. На выборах в Госсовет явка составила 70%. Это значительно выше среднероссийского показателя. Там это 52%. В парламент прошли представители 5 партий. Уверенную победу, набрав почти 3/4 голосов, одержала «Единая Россия». Это шаг к тому, что Государственный совет будет восприниматься как такой более представительный, более легитимный орган. И та проблема недопредставленности, которая традиционно есть во многих регионах России, а в случае Госсовета Татарстана будет частично преодолена. Выборы в Татарстане – это такая прям площадка избирательная, на которую нужно привозить всех глав других субъектов федерации и показывать, как правильно организовывать выборы. Мне очень нравится, что в Татарстане выборы начинаются не за полгода до выборов, не за 3 месяца, а на следующий день после окончания. Вопрос, кто кого еще заваливает деньгами. Единственный депутат от ЛДПР нового созыва в Госсовете сегодня раскритиковал позицию своего лидера Владимира Жириновского. Эдуард Шарафиев отметил, в отличие от председателя своей партии, он не видел, чтобы кто-то у нас жировал. Напомним, в среду Владимир Жириновский сделал резкий выпад в сторону национальных регионов и нашей республики в частности. Цитата. «Завалили Казань, Северный Кавказ деньгами, а потом удивляетесь, что в русских областях меньше рожают. Это чудовищно». Конец цитаты. Представитель ЛДПР в парламенте республики не согласился с этими словами. Я нигде не видел, чтобы кто-то у нас жировал или был завален деньгами. Наша республика – недотационный регион. Татарстан является регионом-донором. И более 70% всех налогов и сборов Республики Татарстан уходит в федеральный бюджет. И тогда возникает вопрос, кто еще кого заваливает. Новый руководящий состав парламента Татарстана выберут 20 сентября. В следующую пятницу пройдет первое заседание нового созыва. Об этом сообщили сегодня на последнем президиуме 5-го созыва. Как отметил Фарид Мухаммедшин, сейчас вся работа должна быть нацелена на выполнение предвыборных наказов жителей. Впереди очень большая ответственная работа по выполнению наказов, оказавших нам всем, без исключения политическим партиям, высокого доверия. Сейчас надо сконцентрироваться уже не на итогах, а сконцентрироваться на задачах, которые нам предстоит решить уже по итогам этой избирательной кампании. На первом заседании обсудят 16 вопросов. Помимо председателя и его заместителей, планируют выбрать секретаря парламента. Здесь же сформируют парламентарии комитеты, утвердят их составы, а также наделят члена Совета Федерации полномочиями представителя от республиканского парламента. Общая численность приглашаемых составляет 150 человек. Обращаю внимание, что мы на первое организационное заседание приглашаем Центральную избирательную комиссию в полном составе и представителей партий, политических партий, которые принимали участие в выборном процессе. На конструктивную работу настраивайтесь, Миргалимов. О деталях итогового заседания Президиума Госсовета 5-го созыва читайте в интернет-издании «Реальное время». Первые домашние соревнования и очередное золото для Татарстана. Так, триумфально для правоохранителей нашей республики завершился всероссийский конкурс «Лучший следователь». Здесь стреляли, задерживали, оказывали первую помощь и сдавали теорию. Сергей Хайдаров увидел, на что способны лучшие из лучших. Это лучшие следователи страны. И на протяжении нескольких последних дней что только им не приходилось делать. Стрелять, задерживать и обезоруживать, искать по горячим следам и оказывать помощь. В общем, кажется, следователь должен уметь абсолютно все. Всего в соревнованиях приняли участие почти 100 следователей. Это лучшие из лучших в своих регионах. И если в прошлом году победил татарстанец, то в этом у нас уже золотой дубль. Лучше всех себя показал старший лейтенант юстиции Булат Залалеев из Челнов. Только осознание приходит ко мне, на самом деле. Поэтому пока я даже не могу понять, как по ощущениям, как это, каково. Даже родным еще не успел сообщить?
Ну, смс-ку написал. Они ответили? Да, конечно, поздравляют все меня, все рады. Даже в такой сложной профессии девушки чувствуют себя комфортно. Второе место заняла представительница прекрасной половины, старший следователь из Забайкальского края Алена Соломка. Говорит, у нее вообще жизнь насыщенная. К примеру, перед отъездом в Казань раскрыла ограбление ломбарда. Как представитель следственных органов собирала доказательства причастности данных лиц к совершенному преступлению, так как они отрицали причастность. Было доказано, уголовное дело было направлено в суд, вынесен обвинительный приговор. Данные лица в настоящий момент отбывают наказание. Третьим в общем зачете стал следователь из Саратовской области. А вот Татарстан взял за традицию брать здесь золото. Будут ли в связи с этим соревнования для татарстанцев домашними и в следующем году, пока неизвестно. Все может быть, но мы не Евровидение, да, сами понимаете. Все-таки задача стоит именно проводить подобные конкурсы, площадки в различных вузах. Да? Ну, люди должны учиться, люди должны видеть, как в других регионах живут, как происходит. Все может быть и здесь. Впрочем, место проведения не столь важно. Главное татарстанцам сохранить эту чемпионскую традицию. Сергей Хайдаров, Алмаз Зиединов, ТНВ, Казань. Спасибо за трудолюбие, порядочность и принципиальность. Сегодня Алексей Песошин поздравил сотрудников миграционных подразделений МВД России с 300-летием службы. Премьер-министр отметил, их полномочия менялись на протяжении 3 столетий, но неизменной осталась основная задача – обеспечить миграционную стабильность. Еще одна задача – помочь нашим соотечественникам в переселении на свою историческую родину. Правительство республики относится с большим вниманием к решению этих вопросов и будет и впредь оказывать помощь в работе миграционным подразделениям. Самых теплых слов заслуживают наши ветераны. Их трудолюбие, порядочность, принципиальность – то, на что сегодня равняются действующие сотрудники полиции. В эти дни Узбекистан отмечает 28-летие независимости. По этому поводу сегодня в Казанской ратуше встретились предприниматели из Бишкека и городов Татарстана. В этом году товарооборот вырос на 60% и может достичь $300 миллионов. И сегодня же в столице открылся Центр узбекской культуры. Здесь будут проходить кулинарные мастер-классы, лекции, языковые курсы и концерты. Сейчас в Казани учатся около 3000 студентов из Узбекистана, и скоро их может стать больше. Казанский кооперативный институт подписал соглашение о сотрудничестве с Международным университетом туризма «Шелковый путь» из Самарканда. Напомним, в июне в Казани открылось и генконсульство Узбекистана. Мы общаемся со своими трудовыми мигрантами, а также проводим мероприятия совместно с студентами, с университетами, собираем, разговариваем, рассказываем и будем продолжать в этом активную работу. Это новости Татарстана, и далее в выпуске. Самолеты крупным планом. Каждым годом любовь только растет к самолетам, к авиации. Для чего сегодня в аэропорт Казани съехались авиафотографы со всей страны, расскажет Рамиль Галиуллин. Собрать и разобрать на время доильные аппараты, как устроен трактор. Дальше и больше стараться делать более высоким свой профессиональный уровень. Сельчане собрались на свою Олимпиаду. Об этом подробнее Алия Хайруддинова. Талантливо, уникально и впервые. Так говорят о его достижениях в медицине. Сегодня в Казани прошла научная конференция в память о выдающемся татарстанском враче-урологе Ринате Галееве. За 40 лет он вылечил десятки тысяч человек. Ринат Галеев основал первое отделение трансплантологии в республике. Первая в Татарстане операция по пересадке почки была сделана его руками. Сейчас методики Галеева изучают и практикуют по всей России. Его коллеги, ученики и последователи обсудили новые направления в урологии. Конференция посвящена памяти нашего учителя, профессора Рината Харисовича Галеева. Будут представлены его работа, то, что он внедрил в медицину. И мы, как его ученики, являемся продолжением его дела. Ринат Харисович, в моем представлении, просто образец для подражания в плане упорства и достижения целей. Он открыл отделение пересадки почки, что этим в России, один из первых в России. То есть он этим занимался самостоятельно за границей, работал за границей, учился за границей, и потом все это привнес в Россию, а конкретно в Татарстан.
Окрыленные работой. Красивые кадры в аэропорту Казани сегодня удалось раздобыть увлеченным авиацией. В честь 40-летия воздушной гавани там прошла необычная фотосессия. 45 авиафотографов, или как еще и называют споттерами, получили редкую возможность сделать снимки судов на взлете и посадке. Удачные кадры попытался поймать и Рамиль Галиуллин. Запечатлеть самолет с такого близкого расстояния – мечта любого авиафотографа. Но так близко подойти к воздушным судам удается не всегда. Сегодня такая возможность выпала полусотни любителям со всей страны. В честь 40-летия воздушной гавани – день открытых дверей. Этот аппарат я купил на самом деле месяц назад. Увидеть и запечатлеть крылатых красавцев в небе в Казань приехали как профессионалы, так и любители. Аделя Габитова из Уфы. Фотоохотой на железных птиц увлеклась 3 года назад. Моя любовь возникла после первого полета. Я начала интересоваться самолетами, начала интересоваться именно споттингом. Как можно снять, где можно снять. Все это началось с Уфимского аэропорта, естественно, с моего дома. И потом познакомилась с ребятами, которые этим уже давно занимаются. К каждому споттингу участники готовятся основательно. Профессиональная техника, несколько объективов и даже радиосканер, позволяющий слышать переговоры пилотов и диспетчеров. Эшелон перехода 50. По курсу взлета и на предпосадочной прямой возможен перелет птиц. Сегодня на лайнеры были направлены объективы более 40 фотокамер. Собрать красивые кадры приехали гости из Москвы, Уфы, Кирова, Екатеринбурга и других городов. Споттинги мы проводим в среднем 2 раза в год, зимой и в летнее время. Проводится с целью популяризации труда авиаторов и ознакомления, в первую очередь, молодежи с историей авиации Республики Татарстан. Увидеть взлетно-посадочную полосу и самолеты с такого близкого расстояния удается нечасто. Поэтому, хоть и не на профессиональную камеру, но памятное фото решил сделать и я. Сегодня фанатов авиации пустили на 6 часов. За это время взлетели и приземлились более 20 самолетов. Лучшие снимки аэропорт опубликует на своем сайте. Рамиль Галиуллин, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. Шалом, Казань. Сегодня в Казани начался 8-й ежегодный фестиваль еврейской музыки. Петербургская улица на 3 дня наполнится одесскими и колоритными израильскими мотивами. Музыканты из Чехии, Литвы, Украины, Беларуси и России сыграют джаз, рок-н-ролл и даже танго. Завершится уникальный фестиваль гала-концертом в «Пирамиде». Ожидается, что на сцене выступит Михаил Шафутинский. Напомним, фестиваль проводится с 2012 года и является единственным в России. Музыкальные встречи стали доброй традицией, признаются участники. Дружба народов, искусство не имеет границ, потому что мы приглашаем и украинские музыкальные фестивали, израильские, со всего Советского Союза. Союз распался, а музыка не распадается, искусство не распадается. Татарстан многонациональный, многоконфессиональный. И это здорово, когда звучит та или иная культура. Музыка, она без национальности, без вероисповедания. Она вот для всех одна единая. Республика приглашает еврейские общины именно отмечать, праздновать на улице свои праздники. Это тоже в этом есть большое слово, которое говорит, что каждый, который живет здесь, имеет право жить спокойно. Лучший молодой писатель и музыкант стали известны в Казани. Их имена сегодня объявили на премии «Звездный билет». Она прошла в рамках литературно-музыкального фестиваля «Аксенов Фест». Лауреатами стали писатель Артемий Леонтьев и юный музыкант-казанец Рушан Крылов. А вечно молодой и звездной премии Салават Мухаммадуллин. Что ты слышишь, о чем убывающий помнишь, если можно прожить в языке? С выступления прошлогоднего победителя премии начинается «Звездный билет-2019». Одна из самых престижных в своей сфере. Победителей всего 2. Артемий Леонтьев, член Союза писателей Москвы. Под аплодисменты лучших литераторов и поэтов страны на сцене Артемий Леонтьев, писатель из Екатеринбурга, лауреат премии «Звездный билет». Василий Павлович не просто, что называется, вечно молодой. Это тот редкий тип писателя и человека, который с каждым годом становится еще моложе и еще свободнее. Еще одна статуэтка и памятный знак у совсем юного казанца Рушана Крылова. Лауреат сыграл на бис.
Премия «Звездный билет» — это главная награда литературно-музыкального фестиваля «Аксенов Фест». Он проходит уже в 13-й раз в истории. Среди обладателей «Звездного билета» есть и писатели Денис Осокин, и Анна Рус, музыкант из Швеции Элиас Файнгерш, поэт Василий Нацентов. 13-й фестиваль особенный. В этом году 10 лет, как с нами нет самого Василия Аксенова, но дело его продолжает жить. Я уже много лет в Казани, проводя самые разные мероприятия, думаю, что сравнить даже не с чем. Пожалуй, лучшая в нашей стране организация. После премии для казанских зрителей концерт от мэтра Андрея Макаревича. Все это «Аксенов Фест». Сегодня, кстати, только его экватор. Впереди целый уикенд творческих встреч и бесед. Например, с режиссером Евгением Цимбаловым и писательницей Гузель Яхиной. Салават Ухмадуллин, Амазиаддинов, ТНВ, Казань. Еще одно имя увековечено в истории Елабуги. В городе открыли мемориальную доску в память об Анастасии Ивановне Цветаевой, родной сестры Марины Ивановны. Писательница, переводчица, художница, она часто приезжала в Елабугу, город, который стал последним пристанищем для ее великой сестры. В этом году исполнилось 125 лет со дня рождения Анастасии Цветаевой. Как вспоминали жизнь и творчество сестер, расскажет Светлана Звонарева. Она больше всех, наверное, понимала, насколько не надо ждать какое-то время, она надо ценить каждое мгновение. Родная сестра Марины Цветаевой Анастасия в 1960 году останавливалась именно в этом доме. Она приехала в Елабугу с целью разыскать могилу своей великой родственницы. После длительных и сложных поисков установила на Петропавловском кладбище крест на предполагаемом месте захоронения. Впоследствии это и стало официальной могилой Марины Цветаевой. В октябре 1960 года в Советском Союзе, в Елабуге, в Республике Татарстан начинается, наверное, отсчет изучению, наверное, творчества Марины Ивановны Цветаевой, возвращение ее творчества к жизни. На 120-летний юбилей Анастасии Цветаевой приехала ее внучка Ольга Трухачева. От имени всех родственников она поблагодарила елабужан за бережное отношение к памяти ее родных. Память в человеке живом, самое неземное, не может угаснуть там, где все вечно. Она всегда учила нас помнить. И то, что делает Елабуга для памяти моей семьи, вообще невероятно. Торжественные события продолжились вечером воспоминаний, посвященным творчеству сестер Цветаевых. В свой очередной визит в Елабугу Ольга Трухачева привезла одну из повестей своей бабушки, написанной рукой самой писательницы. Также в фонды музея Цветаевой попадут и пластинки, которые слушала Анастасия Ивановна. Я хочу прочитать вот эту книгу, которую нам раздали, и картины были тоже очень красивыми, атмосферными. Я воспоминания Анастасии Цветаевой прочитала много лет назад, но забыть никак не могу. Почему? Потому что меня поразило, какое счастливое детство было у девочек. Умерла Анастасия Цветаева в 98-летнем возрасте. По словам внучки, до последнего дня она вместо молитвы читала про себя стихи родной сестры Марины Цветаевой. Светлана Звонарева, Регина Люртяева, Михаил Филатов, ТНВ, Елабуга. Футбольный самородок из Казани, которого знали во всей стране. Более 100 спортсменов сегодня приехали в нашу столицу, чтобы сыграть матч памяти легендарного Виктора Колотова. Капитан сборной СССР, начавший свой путь с юдинских дворов. Каким его помнят ветераны футбола, Наталья Мезина. Виктор Колотов стремительно ворвался в штрафную площадь соперника и не оставил Маричу никаких шансов. Первый гол, он же дебют Виктора Колотова в советской сборной. Потом уже чемпион Европы, бронзовый олимпийский призер, капитан сборной страны. Хотя все началось с простого дворового футбола в казанском Юдино. Скромный, работоспособный, таким его запомнили товарищи. Пришел молодой парень, такой невзрачный. Еще Николай Иванович Сентябрев говорит: ой, что это за мальчишка такой. И он сразу влился в коллектив. Итак, у нас идет подготовка к началу церемонии открытия нашего турнира. И забивал уверенно. Колотов стал единственным игроком казанского «Рубина», сыгравшим за великую советскую сборную. За 55 матчей 22 гола. Кубок кубков в руках у Виктора Михайловича Колотова. Таких ударов головой Виктор Колотов в свои 18 лет мог выполнить более 1000. Он тренировался и день, и ночь, не жалел себя. С мячом он, можно сказать, спал. В честь 70-летия со дня рождения футболиста на центральном стадионе более 1000 болельщиков. Здесь играют команды из России и Белоруссии.
Для многих это возможность увидеть друзей. Бывшие игроки доказывают, футбол с ними навсегда. Турнир – это очень замечательно, вот этим своим проведением для детей. Показ, вот сейчас они, если посмотрят, как в таком возрасте люди играют в футбол, как они отдаются этой игре. Это воспитательный момент для детей очень солидный. Единственный памятник Виктору Колотову в Зеленодольске. Отлитый из бронзы, его взор всегда направлен на поле. Наталья Мезина, Алмаз Зейдинов, ТНВ, Казань. Собрать и разобрать доильный аппарат, знать устройство трактора, а еще любить спорт. Все это потребуется участникам 11-х сельских игр. Проходят они раз в 2 года. В этом году участников принимает Актаныш. Честь районов республики будут защищать 1500 участников. Какой он спорт в почете у сельчан и какие они препятствия для тракторов в нашем следующем репортаже. Не только спортивные навыки, но и знание техники. Тут важно все. К примеру, трактористам на время нужно преодолеть дистанцию с препятствиями. И тренировался, и опыт есть. Я уже 16 лет работаю механизатором. Какие сельские игры без борьбы крэш? Но помимо этого вида спорта еще десятки. Есть даже шашки и шахматы. 1500 сельчан в этом году собрались в Актанышском районе. Особо радуют подготовкой волейболисты. Вот сейчас мы будем играть с командой Сабинского района, очень сильные ребята. Сельские игры проходят раз в 2 года. 10-е принимал Заинск. В этом году Актаныш не уступает. Материально-техническая база, судейский состав. Все на высшем уровне. Для нас это престиж, потому что Актаныш – это хлеборобный район. Много производим молока, мяса, зерна. Исходя из этого, и они должны иметь и уметь соревноваться, петь, плясать. Ну, как бы полноценной жизни должны мы жить. В соревнованиях примут участие команды 43 районов. Все сельчане среди них и определят сильнейших в 11 дисциплинах. Не одним хлебом сыт человек. В этом случае для полнокровной жизни нашей сельской молодежи такое общение, оно системное, регулярное общение, оно очень востребовано. Лучших в своем деле сельчан назовут в конце этой недели. Алия Хайрудинова, Ильшат Аюпов, Ренат Закиев, ТНВ, Актаныш. Вечерний эфир продолжит программа «Вызов-112», а сейчас прогноз погоды. Хорошего вечера. Хочешь, я тебе кое-что расскажу? И поймите самое главное. Сегодня, сейчас мы не будем искать истину. Война! Мы народ, люди. Я надеюсь, он знает, что делает. Полное обследование, лечение, санаторные путевки в клинике-санатории Набережные Челны. Праздничные акции. Подробности по телефону 56 53 18. Новый год в своей квартире в жилом комплексе «Солнечный город». Казань. 222 55 20. Раньше властелином интернета мог быть только один. Он, она, оно или я. А с новым роутером Дом.ру быстрого интернета хватит на всех. И теперь мы – это снова мы. Та еще семейка. Новый роутер от Дом.ру не просто соединяет, объединяет. Хотите узнать что? Читайте новости в интернет-газете «Реальное время». Хотите знать почему? Читайте аналитику в интернет-газете «Реальное время». Хотите узнать подробности? Читайте эксклюзив в интернет-газете «Реальное время». Новости, аналитика, эксклюзив. Реальное время.рф для лиц старше 16 лет. Здравствуйте. Жаркий антициклон начинает сдавать свои позиции, и в субботу в Татарстане ожидаются дожди с последующим понижением температур. Об этом позже. Давно мечтаете о новом шкаф-купе? Хотите качественно в срок, да еще и со скидкой 20%? Тогда звоните в Данил Мастер 2 167 166. Адрес Восстание 23.
По данным сервиса Яндекс.Погода, 14 сентября на юго-востоке в Бугульме, Бавлы, Азнакаево переменная облачность, пока без осадков 23 градуса. На северо-востоке, Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге облачные погоды с прояснениями 24 градуса выше нуля. На севере Татарстана, Менделеевске, Агрызе, Менделинске синоптики прогнозируют такую же погоду. На северо-западе, в Арске, в Кукмаре, Балтаси днем пройдут дожди, но будет тепло 23 градуса выше нуля. Для юго-запада 14 сентября будет облачным, местами дождь и 25 градусов. В центральных районах, в Чистополе, Альметьевске, Мамадыше без осадков 23 градуса со знаком плюс. В субботу температурный фон значительно понизится, местами пройдут дожди. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост» лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 10 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 10 тысяч операций. Лучший протез что в упаковке. Говорит Оксана Кузина, автор безоперационной технологии лечения суставов. Своим пациентам мы не рекомендуем соглашаться на сложное хирургическое вмешательство. С помощью передовых технологий, без операции, мы готовы восстановить родной сустав. Приходите в «Доктор Ост». Убедитесь, что вернуться к полноценной жизни без боли и ограничений в движениях можно в любом возрасте. Жители Казани ожидают облачной погоды с прояснениями, днем пройдет дождь. Температура воздуха 25 градусов. Ветер юго-западный, порывистый. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха 45%. Магнитное поле Земли спокойное. Это вся информация к данной минуте. В студии была Лейла Латыпова. До встречи на ТНВ.